В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Во все времена человечество преследует различные виды патологической зависимости, которые значительно ухудшают качество жизни и даже приводят к гибели. Совсем скоро встреча Нового года, затем длинные каникулы. Каким образом в эти дни сохранить здоровье и не злоупотреблять алкогольными напитками? Сегодня гостья в студии Саина Федорова, врач-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера. Саина Сафроновна, здравствуйте. Здравствуйте. В начале беседы хотелось бы спросить вообще в целом, в общем, у нас сейчас канун Нового года, впереди ожидает большое количество праздников. Расскажите, какова ситуация у нас в республике? Согласно данным Росстата, в нашей республике фиксируется увеличение уровня употребления алкоголя. Вот в предыдущем году, в 2021 году, потребление алкоголя выросло на 8%. По сравнению с предыдущими годами, количество зарегистрированных больных с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, на 100 тысяч населения составляет примерно 1330 человек. Но это совсем, получается, неутешительная статистика, только растет. Скажите, пожалуйста, почему одни люди могут пить довольно часто и много, и при этом чувствовать себя комфортно, а другие, наоборот, при вообще минимальном количестве алкоголя быстро попадают в зависимость? От чего это может зависеть? Каждый организм индивидуален, поэтому практически невозможно предсказать, как быстро возникнет и будет прогрессировать зависимость. Нередко можно наблюдать, как все начинается с 100 граммов коньяка и на деловых и дружеских встречах, и заканчивается запоями, потерей работы и деградацией личности. Сам по себе алкоголизм такое мультифакториальное заболевание, то есть имеет множество факторов развития, формирования множества. Основные факторы – это социальные проблемы, это потеря работы, низкий уровень образования, материального обеспечения. Еще есть биологические факторы, это прежде всего наследственная предрасположенность. Если оба родителя страдают алкогольной зависимостью, то вероятность рождения, развития алкогольной зависимости у ребенка составляет до 30%. И еще психологические причины есть. Это неуверенность в себе, повышенная тревожность, получение удовольствия, эйфории. Так. Вы упомянули, что если мама и папа страдают алкогольной зависимостью, то вероятность, что ребенку передастся эта зависимость, около 30%. А как ее избежать и свести к минимуму? Чтобы избежать, надо самим быть примером, и не употреблять алкоголь накануне праздников. Вообще должен быть категорический отказ от алкоголя. Мы должны своим примером показать своим детям, как радоваться жизни без алкоголя. Сложно с вами не согласиться, вы правы. Но существует еще такое понятие, как культура питья. Например, некоторые люди говорят, что 50 грамм коньяка поправит давление нормально. Бокал вина каждый день – это тоже только для здоровья полезно. Нет, нету такого культурного понятия культурного питья. Употреблять алкоголь мы, врачи-наркологи, никогда не советуем. И, соответственно, это все миф, да, это что миф. Малые дозы, они даже полезны. Но есть еще и такое мнение у некоторых людей, что полный отказ от алкоголя это даже нанесет больше вред для здоровья, нежели по маленьким дозам. Однозначно, пить совсем нельзя. Алкоголь – это тоже самый наркотик, но только бомба замедленного действия. И это самый легальный наркотик. Так, а при каких обстоятельствах необходима помощь нарколога, и человек уже должен понимать, что сам он не справляется? Если вы у себя заметили, что вы часто стали употреблять алкоголь, склонны к запоям, у вас появилось тяжелое похмелье,
то стоит сразу обратиться к специалистам, к наркологу. Можно ли сделать это анонимно? Да, конечно, можно. И можно еще пройти реабилитацию на анонимных условиях. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за реабилитация на анонимных условиях? Э, Реабилитацию можно пройти бесплатно. Это вот наше лечение происходит поэтапно. Первый этап — это снятие детоксикации в нашем наркологическом отделении. Второй этап это уже реабилитация. Реабилитация это в основном психотерапия. Работают психологи, они меняют мышление, придают уверенность в себе, смысл жизни. Они пациенты, в общем, большинство пациентов с алкогольной зависимостью, у них нет критики к своему состоянию. То есть они не осознают свою алкогольную зависимость. Из-за этого с ними работать трудно. А вот психологи, да, они настраивают, мотивируют. Вот. Какие есть еще, может быть, внедрились новые методы современные в медицине для как раз-таки лечения зависимых людей? Современным методом у нас есть препараты, которые влияют на опиоидные рецепторы головного мозга. Их называют блокаторами опиоидных рецепторов. Если кратко говорить, то когда пациент употребляет алкоголь, то у них не формируется такого удовольствия. И еще есть препараты, которые повышают чувствительность к алкоголю. И когда пациент употребляет алкоголь на фоне терапии, да, у них случается, организм дает реакцию в виде тошноты, рвоты, снижается артериальное давление, вплоть может дойти до судорог, потери сознания, кома. Но это все по аналогии, поправьте, если я сейчас где-то ошибаюсь, когда в человека вшивают торпеду. Чип? Чип? Нет, не Да. чип. Нету такого. А расскажите, какие методы какие виды зависимости еще лечат наркологи? Наркологи занимаются в основном химической зависимостью. Химическая зависимость — это именно зависимость от психоактивных веществ, от алкоголя, от наркотиков, от других лекарственных препаратов и так далее. Ну, про реабилитацию пациентов мы уже поговорили, все рассказали, но единственное уточните, сколько это может занять времени? Минимум 3 месяца, доходит до года, до 6 месяцев. Вот так. А куда может обратиться человек, если он все-таки понял, что ему нужна помощь? В нашем диспансерном поликлиническом отделении, это находится на Автодорожной 38, либо Богдана Чижика 38 в наркологическом отделении. Много ли пациентов к вам обращаются? Да, много. Может быть, есть какая-то статистика? Чаще это бывают женщины или мужчины, или какая-то возрастная группа? Ну, статистика говорит о том, что нету такого, что мужчин и женщины, в основном это мужчины. А как вы считаете, есть ли какие-то особенности, например, нашего региона, которые заставляют людей прибегнуть к алкогольной зависимости? Возможно, климатические условия, да? Опять же, к мифам, да, о 50 грамм коньяка и тому прочего могут отнести, что для того, чтобы согреться. Да, статистика говорит о том, что в северных районах все-таки алкоголизм выше. Но с чем это связано? Это скорее нехватка солнечной энергии, под воздействием солнца у нас организм вырабатывается дофамин, гормоны счастья, по-простому сказать. Но вроде Его бы не хватает. такие простые вещи, а действительно так усугубляют жизнь человеку. Ваши советы людям, чтобы не впасть в зависимость, что можете сказать?
Я бы посоветовала бы заниматься спортом, иметь там, хобби, ведь занятие спортом она вырабатывает такие же гормоны счастья. И побольше проводите время своей семьей, своими любимыми. Ну, вот так вот. В общем, получать удовольствие от жизни всевозможными способами, но которые полезны для здоровья. Только не психоактивными веществами. Конечно, это самое главное. Саида Сафроновна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Я вас благодарю. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Всего вам наилучшего. Спасибо. До свидания. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.